меня эта тема в определенной степени личная, потому что если считать как в Израиле, то я по матери хохол. Причем хохол с такими корнями, которые уходят аж в Запорожскую сечь. Был там такой один из запорожцев, невеликих атаманов, Галушко, из которых и произошла моя фамилия. У меня то, что происходило с Украиной в 91 году, а потом в 2014 году и происходит сейчас, это еще и личная боль, и непонимание и так далее. И это стимулировало меня вернуться к теме, которой я давно занимался, так скажем, безотносительно к сегодняшнему дню. Это было еще до развала Советского Союза. Меня просто интересовали антипольские оды Пушкина, которые совершенно выпадают из пушкинского контекста и не похожи на то, что пишет Пушкин и до, и после этих антипольских од. И вот так потихоньку раскрутилась эта тема. А потом я понял, что Пушкина здесь явно недостаточно, потому что Гоголь, и я об этом сегодня постараюсь сказать, Гоголь доделывает ту работу, которую начинает Пушкин, и доводит ее до логического завершения, с которым мы, собственно говоря, сегодня и имеем дело, или точнее сказать, не знаем, что делать. Но это вот предисловие, а сейчас по существу. Значит, все начинается в сегодняшнем нашем изложении, все начинается в 29 ноября 1830 года, когда восставшие поляки окружают резиденцию Константина Павловича, брата Николая, который был наместником Польши. Николай почти как Керенский в 17 году, правда не переодеваясь, но в последний момент покидает резиденцию, убегает, с частью собственной личной охраны перемещается по Польше, собирает вокруг себя русские войска, и потихоньку так разгорается вот этот самый пожар польского восстания 1830 года. Еще подчеркиваю, не последний и не первый, не последнее и не первое восстание в истории отношений между Польшей и Россией. И, собственно говоря, с этого все и начинается. Лозунг, под которым разворачивается восстание, очень простой. Вернуть Польшу в границы 1772 года. То есть в границы Речи Посполитой, огромного государства, которое образовалось в 16-м, существовало в 16-м, начале 17 века, которое объединяло в себе земли современной Польши, Западной Украины, всей правобережной Украины, представляете, огромный кусок, Белоруссии и Литвы. Огромное государство, многонациональное, многоконфессиональное, с очень интересной внутренней жизнью и так далее. Но так сложилась история и так сложились отношения среди европейских государств, что Польша пережила до 1830 года 3 раздела. По существу, когда от нее отрезали очень значительные куски. Это раздел 1972 года, 793 и 795 годов. И, собственно говоря, на 1830 год мы имели дело с Польшей, как раз у которой отрезали и вернули России по итогам войны 1812 года и правобережную Украину, и Белоруссию, и Литву. И восстание было вот: верните нам все, что мы силой оружия вернем себе все, что вы у нас отняли. Это только так сказать, один из мотивов, о котором сегодня стоит сказать. Второй мотив, о котором стоит сказать, заключается в следующем. Восстание 1830-31 года, а оно длилось с ноября 30 года по октябрь 1831 года, целый год, с огромным трудом, огромная русская армия сумела справиться с восставшими поляками. Так вот, одна из основных причин этого восстания заключалась в очень двойственной позиции Александра I, который по итогам войны 1812 года Европа хотела вообще всю Польшу раздербанить до нуля, что называется, чтобы не было
на карте Европы такого государства, сказал: не, ребята, давайте Польшу оставим вот в этих усеченных границах и так далее. Но он пошел и дальше. Вообще надо сказать, что Александр был человеком, Пушкин правильно о нем писал, как о двуликом Янусе. Он был и правым, и левым, и нашим, и вашим, и много обещал, мало делал, или много делал, но мало обещал и так далее. Очень сложная, двойственная фигура. И явно симпатизирующая полякам из личных каких-то соображений. Мало того, что он сохранил Польшу вот в той территории усеченной, о которой мы говорили, он даровал Польше конституцию, которую сам написал. Правда, опять же, надо учитывать личность Александра. Когда поляки пришли к нему и сказали: а что ты у нас отбираешь суд присяжных, который Наполеон разрешил заводить, Александр на это ответил: я вам писал конституцию, я единственный буду ее толковать. Но, тем не менее, конституции у Польши, у России не было, а у Польши была. Он, Александр, разрешил, вернее, подачи Польшей управлял Сейм, Госсовет, Госдума, если хотите, чего в России опять же не было. У поляков было много в этом смысле попущений политических в сфере самоуправления и так далее, и так далее. И на это все русская интеллигенция, русское дворянство смотрело очень косо. Почему у них есть, а у нас нет? Дело в том, что Польша и Россия, Польша находилась в личной унии у Александра, а потом у Николая. Личная уния — это когда один государь и два государства. И он император двух государств. Почему ты одному даешь, а у другого отнимаешь? Почему этим разрешаешь, а этим запрещаешь? И раздрай тут начался уже, собственно говоря, с момента образования вот той Польши, которая стала в ноябре 1931 года. Масса недовольных всеми этими действиями Александра. Карамзин в 1519 году, посмотрите, как могли писатели в то время разговаривать с государем. Записка мнения русского гражданина, которую он подает Александру. В ответ на намерение... еще самое раздражающее, что произошло. Александр заговорил о том, что он готов, в принципе, вернуть Польше и правобережную Украину, и Белоруссию, и Литву. Вот тут русское дворянство, как бы русское просвещенное, образованное дворянство, впало вообще в полное изумление. После этого Карамзин пишет Александру: восстановление Польши будет падением России. Или сыновья наши обогрят своей кровью землю польскую и снова возьмут штормом Прагу. Прага — это предместье Варшавы. Вот, Александр, что тебя ожидает? Это Карамзин, государь-император. Пушкин в исторических записках 1822 года, а Пушкин же вращается в этих кругах, он близок к семье Карамзиных, он с будущими декабристами общается, он общается с гвардейскими офицерами, которые тоже озабочены вопросами внутренней и внешней политики и так далее. И вот он изучает историю Европы и пишет в книжечках: униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. То есть русский народ должен быть благодарен Екатерине за то, что она унизила Швецию и Польшу. С этого у Пушкина, собственно говоря, вся тема и начинается. В 1924 году он пишет графу Ализару совершенно изумительное стихотворение, которое потом будет откликаться на протяжении всей нашей лекции. А граф Ализар — это, как это сказать, киевский губернатор, такой либеральный взглядов человек, который отчасти поддерживал вот эту самую польские все эти шевеления и так далее, а еще и поэт писал стихи. Какие уж там стихи, трудно мне сказать, но Пушкин оценил, что Ализар поэт, и он ответил ему не прозой, а стихами. И он написал совершенно замечательное послание графу Ализару. «Певец, издревле меж собою враждуют наши племена. То наша... и они заспорили о Польше, и вот ответ Пушкина. То наша стонет сторона,
то гибнет ваша под грозою, и вы, бывало, пировали Кремля позор, Кремля позор и плен, и мы о камни падших стен младенцев Праги избивали, когда в кровавый прах топтали красу Костюшкиных знамен. И тот не наш, кто с девой вашей кольцом заветным сопряжен. Вспоминайте Гоголя, вспоминайте Бориса Годунова с Мариной Мнишек, а потом еще отзовется, но об этом позже. Не выпьем мы заветной чаши здоровья ваших красных жен, и наша дева молодая, привлекши сердце поляка, отвергнет гордостью пылая любовь народного врага. Но глаз народный враг. Вот он поляк, он жених, но он народный враг. Но глаз поэзии чудесной, сердца враждебной дружит, перед улыбкой мус небесных земная ненависть молчит. То есть дальше идет разговор о том, что ну ладно, бог с ним, но мы с тобой поэты, мы же должны понимать друг друга на этом уровне, а все остальные так нам неинтересны. Но вот по существу в этом шуточном послании уже содержится зерно того имперского взгляда на события польского восстания, о которых мы будем говорить чуть позже. Работа над Борисом Годуновым, тема предательства, тема поляков в Москве, тема Марины Мнишек тоже не прибавляла Пушкину как бы любви и уважения к полякам. Это все сказывалось. Не случайно в Борисе Годунове уже развита вот эта самая тема «И ты не наш, и тот не наш, кто с девой юной, с полячкой начнет крутить любовь». И вот 17-19 ноября, 19 ноября разворачиваются эти события, и вот вам реакция Пушкина на эти события. И вообще первый раз, когда я прочитал это письмо, у меня так волосы на затылке немножко начали шевелиться. Пушкин пишет, вот очень важен адресат, он пишет Елизавете Михайловне Хитровой, а в девичестве это дочь Кутузова, в девичестве Голенищева Кутузова. И он пишет дочери Кутузова, которого Пушкин всегда чрезвычайно уважал и чрезвычайно высоко ставил. Что за год, что за событие? Известие о польском восстании меня совершенно перевернуло. Наши исконные враги, вот задается сразу точка отсчета, будут вконец истреблены, и таким образом ничто из того, что сделал Александр, не сохранится, потому что ничего не основано на действиях, на действительных нуждах России, а лишь на соображениях личного тщеславия, театральных эффектов и так далее. Знаете ли вы убийственные слова фельдмаршала вашего отца? При его вступлении в Вильно, это Вильнюс нынешний, поляки бросились было к нему, к его ногам. «Встаньте», — сказал он им, — «помните, что вы русские». Запомните эти слова, они потом снова отзовутся. «Встаньте, помните, что вы русские. Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны, чтобы их ненавидеть. Наступающая война будет войной до истребления. Или, по крайней мере, должна быть такой. То есть будущая война должна быть войной, в которой поляки должны быть истреблены. Любовь к Отечеству, какую она бывает, в душе поляков всегда была мрачной. Почитайте их поэта Мицкевича. Все это меня очень печалит. Россия нуждается в покое. Россия нуждается в покое. Пушкина ведь беспокоит еще не только само польское восстание, а, во-первых, ситуация в Европе, где в нескольких странах происходят революции, а в России начинаются холерные бунты. И вот эта вот неустойчивость ситуации на внешней арене, на внутренней и так далее, и еще польское восстание добавляют тревоги и так далее. И вот такое письмо. Так создается, формируется некий комплот, некое содружество людей, которые стоят на очень жестких государственнических позициях, которые стоят на позициях
связанных с представлениями о том, что Польша должна быть полностью поглощена Россией, поляки должны быть растворены вот в том самом Русском море, о котором Пушкин будет писать в октябре 831 года. И показательные слова Александра Бестужева, он в это время служит на Кавказе, режет горцев, это немаловажный момент, и пишет про польское восстание: кровь зальет их, но навсегда ли? Дай Бог. Дай Бог, чтобы навсегда кровь их заливала. Пушкин настолько серьезно занялся польским восстанием, что это же вот зима 30-31 года для Пушкина очень важна. Если вы помните, он в это время всерьез занимается темой свадьбы. Он вырывается из Михайловского, он рвется из Михайловского через эти самые кордоны и так далее, чтобы сыграть свадьбу. А тут вдруг он решает свадьбе не быть. Бог с ней со свадьбы, если такие события тут разворачиваются, есть замечательные воспоминания. Он встречается с Нащекиным, своим дружком, и напевает ему: не женись, молодец, а на те деньги коня купи. С коня, чтобы идти воевать. Он на полном серьезе обсуждает тему, что надо отложить свадьбу и идти воевать с поляками. Итак, в августе 1731 года, 16 августа, появляется вот это самое замечательное стихотворение «Клеветника в России». Вот я сегодня все взял, а сборник пушкинский не взял. Попробую восстановить. Мы в библиотеке, может. Ну, пока найдем. Итак, «Клеветника в России» – это вот апофеоз пушкинского отношения к польскому восстанию. О чем шумите вы, народные витили? Зачем анафемой грозите вы России? Надо объяснить. Европа поддержала польское восстание. Значительная часть Европы поддержала польское восстание. И пошли даже разговоры о том, что, может быть, помочь Польше не только оружием, но и войсками. То есть интервенцией помочь. Итак, и Пушкин начинает разговор, стихотворение с разговора с этими самыми европейскими публицистами, властителями умов. О чем шумите вы, народные? Зачем анафемой грозите вы России? Что взволновало вас? Что возбудило как-то вас? Волнение Литвы? Литва – это другое название Польши. Оставьте. Это спор славян между собой. Старинный, давний спор, уже взвешенный судьбой. Его не разрешите вы. Давно что-то между собой воюют эти племена. То их клонилось под грозою, то наша, то их клонилось под грозою, то наша там голова. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Вот вопрос. Пойдите прочь, вы не читали сии кровавые скрижали, и вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, еще раз повторяю, Прага это предместье Варшавы, и как-то там пленяет вас войны, какой-то там отвага, и ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы, да, Наполеон речь, что мы там куда-то там в бездну повалили, тяготеющий над царствами кумир Наполеона, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Тут тоже обратите внимание на это. Своей кровью искупили то, что вы сейчас благоденствуете. Тот факт. Или русский богатырь, сидящий на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже там, какое-то типа недейственно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля
до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так приходите ж к нам, так приводите ж к нам детей своих каких-то там сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Вот стихотворение, страшное стихотворение, страшное по силе высказывания, по силе воздействия. Пушкин редко обращается к одическому жанру. А здесь он пишет оду, но оду, которую он в смысловом отношении совершенно переворачивает, делая ее публицистическим жанром и заявляя по существу, почему я не обратил внимания на это стихотворение, и заявляя по существу вернее, возрождая и восстанавливая в этом стихотворении и в письмах, которые я цитировал или не цитировал, он возрождает начавшие формироваться еще в 17-м, начале 18 века представление о России не просто как империи. Вот для людей 18-19 века понятие империи было не только политическим, и не столько политическим. Понятие империи значило гораздо больше, чем даже для нас на сегодняшний день. Это было представление не просто о стране, это было представление о пространстве, в котором происходит космогонический процесс превращения хаоса в имперский космос. Имперский космос, то есть в космос урегулированный, отцентрованный, сосредоточенный на себе и сосредоточенный на формировании своей мощи и заканчивающийся образом земного Отца. Вот есть Отец Царь Небесный, есть его инкарнация, что называется, на земле, государь-император. И тогда и у Пушкина это все формируется в представлении о государстве семьи, сильной, мощной, едином государстве, об империи, как государстве семье, урегулированном, отлаженном и очень мощном, которое в любой момент готово реализовать тот огромный потенциал, который в нем накапливается. Поэтому он спокойно. Вот Вяземский этого не понял. Он, споря с Пушкиным, говорит: ты что, ты не понимаешь, что Россия не может сейчас сражаться с Европой? А Пушкин говорит не об этом. Он говорит не о сражении в прямом смысле этого слова, на поле брани. Он говорит о битейном сражении, о сражении за человеческое сознание. Мы должны понимать, что мы такое, кто мы такой. И когда мы поймем, что и кто мы такой, тогда нам никакой враг не страшен. Тогда мы готовы вобрать в себя не только Польшу, мы ее всосем и не заметим. Мы готовы вобрать в себя все, что вот этим космосом способно быть организовано, объединено и двинуто дальше. Причем в современной Пушкиной эпохе вот это вот представление о России как формирующемся имперском космосе, оно было таким двойственным, причем обе части как бы интересно дополняли друг друга. Пушкин почти упускает один аспект этой темы, аспект, связанный с представлениями об этом пространстве, российском пространстве, как о пустыне, как о огромных пространствах, ничем не заполненных. С одной стороны, это странно выглядит, что за империя, где огромное пространство ничего в себе не содержит. Но в этой мысли, на которой настаивали современники Пушкина, была своя логика. Логика как раз заключалась в том, что вот это пространство в любой момент может начать организовываться, реализуя свой потенциал, и тогда вырастет из этого такой монстр, что мама не горюй, мало никому не покажется. Вторая часть этого мифа, на которую Пушкин обращает внимание, это вот Россия сосредотачивающаяся, Россия перед лицом угрозы. И тогда этот имперский космос начинает концентрировать энергию объединения для нового шага, для шага, который приведет к очередному поглощению нового пространства и объединению его вот в этих самых рамках. Надо сказать, что Пушкина приняли далеко не все. Вяземский с ним жестоко спорил, вот мы с Алексеем очень любим эту самую фразу. Ох уж надоели мне эти географические фанфаронады наши, от Перми до Тавриды.
что толку, что физическая Россия Федора, а нравственная дура? Это Вяземский, он умел ответить. И так далее, но тем не менее Пушкин заложил вот этот самый фундамент, вернее даже не заложил фундамент, он довел до логического завершения ту имперскую идею, которая бродила в России, вот, начиная буквально с 17-го, начала 18 века. До этого была другая идея. Там, она тоже была имперская, но она была больше религиозная. Россия третий мир. Вот, Москва третий Рим, а четвертому не была. Мы второй Иерусалим, мы центр христианского мира, мы сосредоточие православных ценностей, не просто христианского мира, а православного мира. Они очень четко отделяли. Вот есть христиане, но мы православные христиане. И это высшая форма воплощения христианских представлений, христианских ценностей и так далее. Еще раз повторю, Пушкин, вот эту линию Пушкин не провел. Почему-то она его не очень интересовала. Почему? Трудно сказать. Более того, замечу еще один такой принципиальный момент. Ну, не взял я сборник с собой. Сразу после 3 антипольских от, а там еще 2, но они послабее, и они посвящены конкретным ситуациям. Пушкин пишет, опять же, замечательное стихотворение, тема которого ни до, ни после этого вот у Пушкина тоже не развивается. Вот как 3 антипольских оды отдельным островком выглядит, так и это стихотворение выглядит. Называется оно «Эхо». И смысл этого стихотворения сводится к тому, что поэт – это только эхо, это отзвук на какой-то голос. Понимаете смысл? Нет? Логика здесь такая. Пушкин понял, что он сильно погорячился вот в антипольских одах, и он как бы просит прощения и объясняет, но я же только откликнулся. Не я первый произнес, а кто-то сказал а я повторил. Ну, если у меня получилось сильнее, чем у других, я же в этом не виноват. И Пушкин больше к этой теме никогда не возвращается. Ни разу с 1931 года. Более того, он переворачивает ситуацию. Если вы помните, он начинает в «Капитанской дочке», во всех вообще в целом повестях Белкина, в прозе после 30-го года развивать совершенно другую тему. Тему вот этого низового уровня империи. Не верхнего уровня, когда государь стоит во главе этой пирамиды и концентрирует ее невероятную мощь, а фундамент этой пирамиды – семья. Вот и в «Капитанской дочке», и в других вещах пушкинских, особенно прозаических, постоянно и настойчиво начинает проводиться мысль о том, что империя – это семья. Вот, основа империи – это семья, в которой господствует отношение почитания младших старшими, вернее, старших младшими, где во главе семьи стоит разумный, строгий и справедливый отец, а дети трудолюбивы, послушны и так далее. Эта же модель проецируется на дворянина и его крестьян. Дворянин выступает как отец, строгий, заботливый, справедливый отец своих крестьян, а крестьяне должны ответить ему трудом, уважением, взаимностью там, и так далее. И эта пирамида потихоньку и должна подняться вверх. Но Пушкин вверх ее уже больше не поднимает. Он останавливается вот на этом уровне. Для него идеальное государство – это государство, в котором справедливый, добрый, и честный, и строгий отец блюдет порядок в своей огромной вот этой самой семье. И на это Пушкин переносит акцент, поэтому именно после 1931 года Пушкин начинает очень настойчиво развивать тему обращений к Николаю с предложением простить декабристов. Ты должен их простить, у тебя должно быть хватить сил простить их для того, чтобы восстановить. Вот в 1925 году было нарушено это равновесие.
Его надо восстановить, а восстановить можно только простив и вернув их. Они оценят это и будут служить тебе так, как, может быть, они до того тебе не служили. Но это вот пушкинский слой, а вот довел до логического завершения то, о чем мы говорили применительно Пушкина, уже довел. Совершенно неожиданно кажется. Вот где Гоголь и где имперская тема, а между прочим, она очень существенно, очень серьезно заявлена и очень мощно присутствует. Я не буду вдаваться, так скажем, в подробности, скажу только о следующем. Ну, я думаю, что мы взрослые люди, и нам не надо объяснять, что все, что написал Гоголь об Украине в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде», это миф. Это красивый, яркий, очень впечатляющий, очень привлекающий наше внимание, прямо втягивающий тебя в свой оборот миф о прекрасной былой Украине. Это традиция XIX века идеализировать прошлое, делать его образцом для настоящего, отсекая его практически по всем параметрам от этого настоящего. Настоящее серо, убого, мертвые души, почитайте, вот оно настоящее. А вот подлинная жизнь была там, когда-то, в каком-то легендарном доисторическом времени, когда люди были свободны, счастливы, молоды, веселы, когда они могли победить, когда они могли утвердить себя и свои ценности, и свои чувства, и так далее, и так далее. Понятно, что это миф. Вопрос только в том, какова структура этого мифа. Вот Гоголь берет у Пушкина в значительной степени вот это представление об украинском народе как семье. Это единая семья, объединенная единством веры. Мы все православные. И кто не православный, не наш. Они все объединены языком, наш родной язык. Они все объединены любовью к степи как матери, а степи только как о матери говорит Гоголь и в своих повестях. Степь Ненка, степь мать, материнское начало оттуда, идущее так основательно. И, наконец, они объединены единством обрядов, традиций, привычек, типов поведения, стереотипов психологических и так далее. Они одинаково реагируют на разные ситуации. У них такое роевое, как бы такое существование, когда, да, обратите внимание, у Гоголя они редко бывают в одиночестве. Они все время собираются в кучки. Там событие начинается, когда люди собираются в кучки. Когда они расходятся, события прекращаются. А только вот в этом коллективном действии и существует этот национальный характер. Но этот мир не только удален в прошлое и как бы недосягаем для сегодняшнего дня. Этот мир еще и окружен. Вот у Пушкина этого нет, а у Гоголя это есть. Он окружен врагами. Он существует во враждебном окружении. Во-первых, вот, очень показателен собирательный образ врага. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, коли, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок, ляхов, немало зато и вызубленных. Оружие, добытое в сбою, что называется, у кого? У татар, турок и ляхов. Вот это три самых главных врага для украинского мира. Отдельно здесь существует мусульманский мир. Это татары, не в нашем сегодняшнем, вы же понимаете, не в нашем сегодняшнем этническом как бы, наполнении, а в том наполнении, иноверцы, мусульмане. Правда, он как-то различает татар и турок, но вот логика вот этого разделения для меня, например, не совсем понятна. Вот. Причем мусульманский мир рассматривается не только как враждебный. Враждебный почему? Потому что он не христианский и не православный.
И он, при этом он рассматривается не только враждебным, потому что турки нападают на Украину, а еще и потому, что сами украинцы рассматривают этот мир как источник материального дохода. Я думал, несчастный, идти в Крым и Туреччину, навоевать золото и сделать, и с добром приехать к тебе, моя красавица. Жених собирается ехать в Крым, где крымские татары, и в Туреччину, чтобы, значит, там взять с бою золото или чего-то там еще, и положить его к ногам своей возлюбленной. Очень хитрое отношение к москалям. Москали – это тоже не совсем родное. Правда, до определенного момента. До повести «Страшная месть». Вот до повести «Страшная месть» он зубоскалит над москалями, ну вот где только можно и где только нельзя. Москаль, поглаживая одной рукой свою козлиную бороду, то-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтобы москали на случай не подцепили чего. Еще воровато. Мне так сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Твою милость величают таким словом, ой, сказать стыдно. Пьяный москаль побоится вымолвить их нечистыми эти слова нечистым своим языком. Вот ниже некуда, что называется, да? Даже пьяный москаль не может это сказать. Хотя он способен, кажется, на все. Но с момента страшной мести, вот, как будто вот по щелчку, больше вы не встретите слово москаль, и больше вы не встретите ни одной иронии, ни одной иронической фразы о русских и ни одной насмешки над ними. Тон категорически меняется. Почему? Чтобы понять, что происходит, надо обратить внимание на то, что вот мусульмане, русские окружают украинский мир, а есть еще поляки. Вот эти хуже всех. У Гоголя это самые страшные враги, самые злые, самые жесткие, самые последовательные враги, между которыми вообще мира не может быть. Если к мусульманам еще можно сбегать там за золотишком, то эти, вот с этими вообще никакого дела иметь не хочется. Польский мир у Гоголя – это вот изначально и до конца гоголевского творчества это отрицательный мир. Это мир чужой, это мир абсолютно враждебный. Казалось бы, языковое родство есть, да? Национальное какое-то родство там есть. А в чем дело? А дело в том, что они христиане, но не православные. Они предали настоящую православную веру. И хотят, чтобы мы тоже ее предали. И мы воюем не с поляками, а мы воюем за свою православную веру. И против того, чтобы они нам ее насаждали. Вот идеологическое обоснование. Идеологическое обоснование, с которым пользуется Гоголь, вот рисуя этот самый польский мир. Пидорка говорит Петру в вечере накануне Ивана Купалы: «И родной отец враг мне, не волит идти за нелюбимого ляха». Еще одна, это уже, по-моему, оттуда же или в страшном месте, не помню. На другом берегу горит огонь. Смотрите, лирическое какое начало. Вы же знаете, как Гоголь умеет эти лирические вещи делать. На другом берегу горит огонь. И кажется, вот-вот готовится погаснуть. И снова отсвечивает в речке, вздрагивавшей
как польский шляхтич в казачьих лапах. Вот как пришито будто бы это сравнение, но оно Гоголю нужно. Я слыхал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Вот оно мешает. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери, ляхи, кинут в пламя твоего сына. Такой уже не смешной, страшный образ поляка. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют от наших батагов. Вот долго могут лить, но поверьте на слово, польский мир это тяжелый мир, мрачный мир. Для Гоголя, для гоголевских героев и для гоголевских повествователей Польша – это враг. Вот, понимаете, есть две формы вражды. Есть вражда к постороннему человеку, которую тебя ничто не связывает, кроме вот нынешних отношений. Он тебя оскорбил или обидел, или нанес тебе какой-то ущерб и так далее, и вот у него возникает обида. А есть ненависть к близкому человеку. Вот это гоголевская ненависть к полякам. Это как отношения между Андреем и Петром в Тарасе Бульбе. Ненависть, настоянная на любви. Ненависть, замешанная на единстве крови, единстве семейном и так далее, и так далее. Это вражда, самая страшная вражда. И у Гоголя именно такое отношение к Польше. Там над мусульманами, над турками, над татарами он может и посмеяться, и так далее, и допустить разные собственно, отношения. Здесь однозначные отношения. Если возвращаться к той теме, о которой мы уже с вами начали говорить, то вот и получается, что Гоголь как бы вот до страшной мести тоже пытается сделать что-то похожее на то, что делает Пушкин. Он создает свой мир, этот замкнутый, окруженный врагами, но внутренне сплоченный, внутренне цельный, внутренне, опять же, потенциально очень мощный. В Тарасе Бульбе прям открыто уже говорится о том, что потенциал этого народа невероятен, что он огромен, и что он способен покорить весь мир. Но пока это только украинский мир. Вот я не знаю, это надо у гоголеведов спрашивать, что произошло с Гоголем, когда он пишет «Страшную месть». Но дело в том, что со «Страшной мести» и после «Страшной мести» уже и Миргород – это совсем другое начало. Что происходит? Ну, чуть-чуть могу объяснить, как я это понимаю. Гоголевский миф отличается от пушкинского, помимо всего прочего, одной очень любопытной деталью. Вот есть почти неразрывная связка мать-отец. Есть неразрывная с ними связка братья. Есть почти неразрывная с ними связка товарищи. Помните это самые слова Тараса о товариществе? Сейчас я вам скажу, что это такое. Это выше всего. Это даже выше кровного родства. Я не случайно руку-то поднимаю. Есть представление о товариществе. Но дальше эта спираль не поднимается. Вернее, она поднимается только в одну сторону, в женскую, а не мужскую. Если у Пушкина этот самый имперский космос организовывает государь, мужское начало, то у Гоголя получается, что оно безначальное. Потому что мужчины верховного демиурга, организующего этот мир, в гоголевском мифе нет. Вот вам, между прочим, повод для размышлений о том, почему и как Гоголь относится к женскому началу, к женщине. Она у него, особенно если полячка, то это
измена родине, измена семье, измена всему прочему и так далее. Не вспомните, когда Андрей перечисляет, когда Андрей говорит Янкелю: передай отцу, что нет у меня, передай всем, нет у меня отца, нет у меня брата, нет у меня товарищей. Он пресекает, ради женщин он пересекает то, он разрывает то, что в представлениях гоголевских героев неразрывно. Единство вот этих связей, братских, товарищеских, семейных и так далее. Ради женщины можно похерить все вот исконные, традиционные, основополагающие как бы основания. Еще один любопытный момент, я недавно только на него обратил внимание, сам удивился, как я этого не замечал. Все вы помните, если не читали, то видели этот самый фильм «Ночь перед Рождеством». И помните, как Вакула летит на черте в Петербург. Ему не жить нужно не жить, не быть, нужно привезти черевички для своей коханой. Он присоединяется к запорожцам, которые идут на прием к Екатерине. Она императрица. Там очень много внимания уделяется отношениям запорожцев с Потемкиным. Потемкин мне жучит, говорит только то, что я вам говорил, и как я вам говорил, ни слова, вот в сторону ни слова. Казаки, да. Екатерина выходит, они падают ей в ноги, она: вставайте, чего хотите, и они начинают излагать какие-то позиции, которые они, видимо, с Потемкиным раньше обговорили. Екатерина там кивает головой, и все. Возникает некая пауза. Екатерина там начинает комментировать, что они говорили, возникает пауза. Потом она снова говорит: а чего еще хотите? Тут, значит, сейчас. Ну, ребята. А ребята не успевают. Вакула падает в ноги Екатерине, говорит: вот не жить, не быть, отдай мне свои черевички. Я невесте своей обещал. Ну, и все. Вакула срывает титанические планы Потемкина и запорожцев. Ради чего? Ради своей невесты. Это с одной стороны. А с другой стороны, Екатерина тоже не играет роли демиурга. Она не решает ключевые вопросы. Она не есть заместитель отца нации, отца этого мира. Но в страшной мести, а потом особенно в Тарасе Бульбе, ситуация переворачивается. Гоголь находит то, чего ему не хватало. Он находит не императора отца, а находит совсем другое. Кстати, чтобы закончить эту тему женщин Хамабрут, та же тема. Те самые панночки, которые доводят человека до смерти. Итак, со страшной мести начинается совсем другое. Гоголь находит вот это зерно дефицитное и понимает, как его заместить. Что он делает? Он делает две совершенно невероятных вещи. Вот не вытекающие совершенно из логики предыдущих его произведений. Он отменяет украинский мир. Он начинает говорить только о русском мире. Для него с этого момента украинцы – это русские. Вспомните Кутузова. Встаньте, вы русские. Для него с этого момента украинцы – это русские. А Украина – это часть России, это часть русской земли. Более того, не просто часть русской земли, это сакральное пространство. Сакральное пространство, организованное Богом. Смотрите великолепную сцену. Вот Гоголя же надо читать вот буквально вот с карандашиком построчно. И упал он, Петр, силою,
и выкликнул в душевной немочи: «Батька, где ты? Слышишь ли ты это?» «Слышу». А теперь из другого произведения, более древнего. Около 9 часов взошел Иисус, возопил Иисус громким голосом: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот она, прямая аллюзия на Новый Завет и прямая аллюзия на Бога. Батька в данном случае это уже не Тарас. Это больше, чем Тарас. Это Бог-творец, который создал этот православный мир, еще раз подчеркиваю, не мир вообще, а этот православный мир на славу себе и на утверждение себя. И этот мир утверждает правильность такого действия. Этот мир сакрален, он освящен и он освящен божественной волей, божественным промыслом. И этот мир по Богу снова начинает играть теми самыми красками, о которых мы говорили. Он снова как бы мимо Пушкина двигается, в другой линии. Этот мир снова начинает играть вот замечательными красками. Вот детям ведь очень трудно объяснить соотношение лирических отступлений и всего остального в «Мертвых душах». Шукшин это великолепно заметил, когда спросил один из его героев: погодите, в тройке-то кто сидит? А Чичиков получается сидит в тройке. И попробуйте поспорить, что не Чичиков там сидит и так далее. Но все встает на свои места, когда мы говорим о том, что Гоголь, продолжая вот эту мимо Пушкина прошедшую традицию, двигавшуюся традицию, говорит о русской земле как сакральной земле. Пушкин о ней как о русской сакральной земле. Говорит о русской земле как сакральной земле, которая сегодня может быть какой угодно нищей, убогой, забитой, ничтожной, но в ней всегда, на любой стадии ее существования, в любом отрезке ее истории кроется некая невероятная, огромная сила, которая в любой момент способна заявить о себе, которая в любой момент способна сказать свое слово, да такое слово, что шарахнутся в сторону другие государства. Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Первое, что Тарас заявляет, в последние мгновения своей жизни. Что такое православная русская вера? Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и сила такая, которая бы пересилила русскую силу? Все, Украины нет. Есть святая Русь, есть святое русское, российское пространство с огромным, невероятным, до конца не реализованным, скрытым до времени потенциалом, который, еще раз повторяю, в любой момент вырвется и мощно заявит о себе. Вот, собственно говоря, тот комплекс идей, тот комплекс представлений, который сложился в русской культуре где-то примерно в середине XIX века, к концу 40-х, началу 50-х годов, и который наследовали все последующие, так сказать, поколения, что называется, россиян. Как они этими представлениями распоряжались, что они с ними делали, лучше сказать, вытворяли, сказать трудно. Вот там разбег был от ура-патриотических идей, забросаем там, закидаем шапками и так далее, нам черт не брат, до советских идей, чтобы в мире без России, без Латвии быть и жить единым человечьим общежитием. Правда, у Маяковского там почему-то человечье общежитие, в других-то текстах он был откровеннее, он говорил о возможностях расширения этого сакрального пространства
на пространство всего мира. Весь мир насилием и разрушен до основания, затем и наш новый... Вот это тот же отзыв тех же самых идей. И когда в 1940 году Коган пишет: но мы еще дойдем до Ганга, и мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя, это тот же самый комплекс. Когда мы смотрим замечательную комедию, «Цирк», и слышим там замечательную песню «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек», то мы ведь помним только первый куплет и припев. А следующий куплет там абсолютно имперский. Там наши Нивы взглядом не охватишь. Наше пространство кончается черти где. И такое впечатление, как будто эту песню писал Ноздрев, гоголевский. Если вы помните, он там они пообедали, там, решили размяться, и Ноздрев водит Чичикова по своему имению и встает и рассказывает. Видишь, говорит, лес, это мое. А там поле за лесом, видишь, тоже мое. И все, что за поле, тоже мое. Где кончается его и начинается чужое. В этой логике. Вот все мое. И когда в 1936 году народ подхватывал «Наши Нивы взглядом не охватишь», оно звучало в резонанс всему этому. Кстати, вот одна из причин того, почему Гоголь стал классиком русской литературы именно в 30-е годы советской власти. Советская власть почуяла, что вот в этом мифе, который он формирует, какие-то очень родные звуки звучат. Очень родные. И, собственно говоря, и перекладывание этого всего началось, собственно говоря, по гоголевской и по пушкинской, но в основном по гоголевской модели, еще раз повторяю. Потому что Гоголь сумел сделать то, чего почему-то не захотел делать Пушкин. Он возвел это пространство в сакральное пространство. Причем пространство открытое. Мы в любой момент. Поднимется русский царь и прихватит очередной кусочек. Так мы в 1948 году взяли страны Варшавского договора, прихватили к себе. Иосиф Виссарионович воплотил мечту Николая Васильевича, создал еще более мощную империю. Правда, она потом кончилась, как и русская империя. Но. 91 год был очень тяжелый. Развод дался нам очень и очень тяжелый. И он до сих пор откликается и отзывается, и я думаю, что он еще будет очень долгий. Здесь опять я применю ту же самую аналогию. Это Андрей и Петров. Украина и Россия это два кровных брата, которые только так и могут поссориться, как они ссорятся. У Седоковой, по-моему, есть очень хорошие формулы. Это отношения такие, когда он часть тебя. И ссорясь с ним, ты внутренне с собой ссоришься. Ты с собой не находишь какого-то согласующего единства. И чтобы... Чем это кончится, я не знаю, но я знаю, чем закончится лекция. Чтобы вот лучше всех это дает понять, в 94-м году написанное, да? Дорогой Карл XII. 94-й и 96-й год. Современники, вот я пытался понять истоки. Одни пишут о том, что вот эта вот реакция Бродского на 91 год, когда Украина ушла от России. Кто-то пишет, что где-то в начале 90-х годов Бродский был на каком-то там приеме, к нему подошли какие-то там национально озабоченные украинцы, у них затеялся спор, чуть в драку не перешедший. Бродский был тоже резок не только на словах. Вот. И он после этого спора вот сел и написал. Но вот это стихотворение, я бы его не стал читать, если бы не одно «но». Вот мне кажется, что оно на сегодняшний день точнее всего передает вот это состояние, когда
споря с Украиной, мы спорим с собой, потому что это то, без чего мы не можем. Это то, что отрывается с кровью, с огромной болью и становится почти невыносимым. Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, слава Богу, проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать. Руины, кости посмертной радости с привкусом Украины. То не зелено-квітний, трачений изотопом, жовто-блакитный реет над Конотопом, скроенный из холста, знать прислала Канада, даром, что без креста, но хохлам не надо. Гой ты, рушник, карбованец, семечки в потной жмене, не нам, казакам, не нам, кацапам, их обвинять в измене, сами под образами. Что их обвинять? Сами под образами 70 лет в Рязани с залитыми глазами жили, как при Тарзане. Скажем, и им звонкой матерной паузы метя строки. Скатертью вам хохлам и рушником дорога. Ступайте от нас в жупане, не говорю в мундире, по адресу на 3 буквы, на все 4 стороны. Пусть теперь в мазанке хором ганцы с ляхами ставят вас на 4 кости, поганцы. Каков, как в петлю лезть, так сообща, один суп выбирая в чаще, а курицу из борща грызть в одиночку слаще, проще прощевайте хохлы. Пожили вместе, хватит, брезгуя гордо, плюнуть, что ли, в Днепро, может, вспять покатит, брезгуя гордо нами, как скорый битком набитый отвергнутыми углами и вековой обидой. Не поминайте лихо вашего неба, хлеба, нам подавись мы жмыхом и потолком не треба. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась знать любовь, коли была промежду. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголов. Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом. Полно качать права, шить нам одно другое. Эта земля не дает вам ковунам покоя. Ой, да левада степь, краля, баштан, вареник, больше поди терпели, больше людей, чем денег. Больше потеряли, больше людей, чем денег. Как-нибудь перебьемся, а что до слезы из глаза. Нет на то указа ждать до другого раза. С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи, только когда прощай придет и вам помирать, бугаи, будете вы храпеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. 94-й год, вот еще все там кровоточило. Ну, а закончить я хочу, собственно говоря, выводов никаких я делать не буду, делайте сами. Еще раз повторяю, каждый применяется к сегодняшнему дню так, как ему велит ум, совесть и все прочее. А я вспомню свою бабушку, неграмотную украинку, которая дожила до очень глубокого возраста и сохранила ясный ум и удивительно трезвое мышление. В начале 90-х годов мы последний раз приехали в Одессу. Бабушка встретила нас, как всегда, встречала. Столом в 3 слоя, уложенным там, закусками и всем прочим. И пошли разговоры, то и сё, бабушка любила поговорить. И заговорили вот это о самом разводе Украины и России. Бабушка его прокомментировала, этот развод, гениально. Это
можем взять эпиграфом к сегодняшней моей лекции. Та що? Ці наші казали, москалі з'їли наш хліб, москалі з'їли наше сало. Немає москалів. Де наш хліб? Де наше сало? Спасибо. Де наш хліб, де наше сало? Вопросы можно сказать? Виктор Иванович, да. Вы Анушкина Лаврова Солохина читали, наверное? Да. Там на одном месте он описывает, что все-таки Гоголь больше уважал поляков, чем литовцев. Ну, вы знаете, вот Солоухин очень сложная в этом смысле фигура, и многим его текстам я просто не доверяю. Они написаны как будто человеком, вот, который несколько ночей не спал и думал на предмет того, как бы сказать так, как не сказали другие. Поэтому вот при всем моем уважении к Солоухину и к тому, что он делал в 60-е, 70-е годы и так далее, я вот к этим вещам его отношусь очень строго. Это фантазия, по-моему, на пустом месте. Спасибо.